Это телеканал Якутия-24, программа «Итоги дня» в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Трагическое ЧП. Уголовное дело возбудили после пожара в жилом доме в Хангаласском районе. Обман на 1,5 миллиона в Алданском районе. Произошло мошенничество в особо крупном размере. Тотальный диктант. В преддверии просветительской всемирной акции в Якутск прибыл автор текста Дмитрий Глуховский. Обеспечить отрасль кадрами заранее. В столичной школе номер 6 открывают психолого-педагогический класс. Борьба за золото. 4 якутян вышли в полуфинал чемпионата России по кикбоксингу. Уголовное дело возбудили по факту гибели 4 человек, в том числе 2 малолетних детей при пожаре в селе Чапаево Хангаласского района. Предварительно установлено, что глава семьи из горящей квартиры вынес 2 детей 4 и 5 лет, однако спасти их не удалось, они погибли. Скончалась и мать детей, 28-летняя женщина. Также 31-летняя жительница соседней квартиры, которая скончалась в больнице. В связи с трагедией в Хангаласском районе объявили 3-дневный траур. Сообщение о возгорании и обнаруженных жертвах поступило в следственные органы Следственного комитета около 22 часов 7 апреля текущего года. На место происшествия незамедлительно выехала следователь СКР, которая совместно с дознавателем МЧС провела неотложные проверочные мероприятия на месте происшествия. Организованы необходимые при данных обстоятельствах следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причин возгорания. Допрошены жильцы дома, а также иные свидетели произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причины смерти и причину возгорания. Расследование продолжается, ход следствия находится на контроле руководства Следственного управления. По поручению главы региона пострадавшим от пожара в селе Чапаево Хангаласского района будет оказана материальная помощь из резервного фонда республики. Об этом сообщили во время заседания Республиканской комиссии по ЧС. Было предложено муниципальным районам рассмотреть в своем бюджете вопрос о выделении по 1 миллиону рублей на обеспечение пожарными оповещателями дома, где проживают социально неблагополучные слои населения. Также в Хангаласский район выйдет специальная комиссия, которая будет работать на месте для выяснения всех обстоятельств произошедшего, по итогам которого будут предприняты меры в отношении должностных лиц, которые не проконтролировали соблюдение всех мер противопожарной безопасности. 9 пострадавших были госпитализированы в ЦРБ. Из них переведены на амбулаторное долечивание 5 пациентов. Находится на данное время в ЦРБ 1 в тяжелом состоянии, взрослый, в реанимационном мероприятии проводится. 1 находится в удовлетворительном состоянии, все они с диагнозом отравления угарным газом. 2 пациента, это дети, они маршрутизированы, переведены в Якутск. Остальные, медицинская помощь оказанная, находятся в удовлетворительном состоянии. К другим темам. Обрушение части крыши в каменном двухэтажном доме 1988 года постройки по улице Автодорожная, 24 в Якутске произошло еще в 2019 году. Вердикт комиссии – это не крыша обвалилась, а всего-навсего часть парапета барьерного ограждения на верхней части объекта. Наш корреспондент Ульяна Шагина встретилась с жильцами и узнала, почему они не верят решению комиссии, почему до сих пор по дому не приняты никакие решения. Жильцы начали трубить во все инстанции, когда в 2019 году у них обвалилась крыша. В конце 2020 года собиралась даже комиссия, но до сих пор нет никаких официальных ответов по их дому. В один из дней Алексей стал свидетелем, как блоки, отделившись от парапета, начали падать на землю. Теперь страшно подходить близко к дому с одной стороны, так как в любой момент можно получить серьезную травму. Кирпичи они потихонечку на пол падают. Страшно? Страшно, конечно. Если кто там, если внизу, так может и убить.
Проблема усугубляется и тем, что по весне на крыше тает снег и по разрушившейся части кровли заливает верхние квартиры дома. Получается, дело не только в парапете, если вода поступает в само жилье. Результат этого безразличия можно увидеть на стене. Обои сырые, под ними плесень. И никакой косметический ремонт не помогает. Плесень и все это, получается, что все грязь. Уберешь, она пока это дождя нету, убрал, все нормально, опять грязь, как вода, там снег. И опять текет, опять грязь. Оно все сыпется. Все стенки. Эту процедуру жильцы проделывают, как только очищенный грибок вновь начинает выползать по стене. Он здесь везде. Кроме того, сквозные трещины, поражение гнилью. Дом старый, там посмотрела комиссия, что сам материал вот этот, он весь плохой. Его бы взять бы как бы на анализ, мне кажется, если они говорят, что там разрушение, да? А вот и непонятный вердикт комиссии признать жилое помещение подлежащим капремонту. В профильном фонде дом есть в списках, но работы запланированы в 2041-43 годах. Проблему усугубляет и старый септик. Он течет с 2013 года. Результат его виден невооруженным взглядом. Вся канавка течет вот сюда, под дом. Под дом, везде у нас канализация. Я к ним обратилась, к их начальнику жилкомсервиса. Они мне написали письмо, что до 5 апреля они все сделают, все налито, отдолбят, все разберутся. Сегодня, 8 апреля, никого здесь не было и, по видимости, не будет. У Галины Ивановны квартира на первом этаже. Пожилой человек второй раз за короткое время делает ремонт. Признается, не из-за прихоти. Обстоятельства вынуждают. Прорвала канализацию, здесь все было в говне. Я его собирала, только после этого второй раз начали ремонт делать. Вот я прямо вот руками все собирала, это говно. Вот, сколько ведер. Все на полу и под полом. Жильцы, в основном пожилые, говорят, что про них забыли. Своими силами пытаются поддерживать чистоту в подъезде, но старый дом дает о себе знать. В признании дома аварийным им отказали, теперь добиваются капремонта. Но боятся, что это уже им не поможет. Мы будем и дальше следить за судьбой дома и его жильцов. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. 28 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 15. По данным оперштаба, еще 3 человека заболели в Мирнинском районе, в Нерынгринском, Татинском и Чарапчинском районах по 2 новых случая. Еще в 4 районах выявили по 1 заболевшему. В Алданском районе возбуждено уголовное дело о телефонном мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что неизвестные лица, представившись сотрудниками службы безопасности одного из банков, сообщили женщине о том, что на ее имя мошенники оформляют кредит. Для этого ей необходимо оформить данный кредит на себя и перевести полученные деньги на страховую ячейку партнера банка. Женщина оформила на свое имя кредиты, сняла деньги и осуществила по указанию этих лиц переводы на общую сумму 1 687 000 рублей. В настоящее время по уголовному делу ведется предварительное расследование. В Мирном сократилось количество ДТП. Если в прошлом году за 3 первых месяца инспекторы зафиксировали 37 аварий, то в 2021 году 32. Чаще всего водители превышают скорость и не соблюдают дистанцию. Продолжат коллеги из Алмазного края. На пересечении улицы Павлова и Тихонова у пешеходов не возникает вопросов, как переходить. Загорелся зеленый, значит, можно идти. А вот у некоторых водителей все-таки вопросы возникают по данному участку. Мы решили обратиться к инспектору ГИБДД Дмитрию Шивогорову. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему на этом участке возникают у водителей вопросы и проблемы? Здесь возникают вопросы при выезде с прилегающей территории. Водители думают, что сигнал светофора действует также для них, ну, это некоторые водители. Но на данном участке действие сигнала светофора действует для тех водителей, которые двигаются со стороны улицы Тихонова и с улицы Павлова. Когда горит красный сигнал светофора, водители транспортных средств вот этих вот с Тихонова и с Павлова стоят на месте. Водители, выезжающие с прилегающей территории, пропускают пешеходов по пешеходному переходу и продолжают движение. Подытожим, на главной дороге светофор горит красным. Водители на Тихонова и Павлова стоят на месте. Авто со второстепенной дороги движется, пропуская при этом пешеходов. И таких сложных участков в Мирном несколько. Один из них – выезд от автобазы Мирнинского комбината. Неудобный подъем, пешеходные переходы с 2 сторон и один светофор, который каждый считает своим разрешительным знаком. Там светофор, опять же, относится к водителям, движущимся по дороге проспекта Ленинградского и Индустриальной.
водитель, выезжающий с прилегающей территории, пропускает транспортные средства, пешеходы, движущиеся по дороге, и продолжает движение. Здесь действует то же правило. Горит красный, на проспекте Ленинградский и Индустриальной машины стоят. С прилегающей территории можно ехать, если нет пешеходов. В прошлом году самыми опасными дорожными участками, по мнению инспекторов ГИБДД, стали перекресток 40 лет октября и проспекта Ленинградский, шоссе Кирова в районе стадиона «Триумф» и улица Советская в районе Центральной аптеки. В авариях, как правило, виноваты были и водители, и пешеходы. Некоторым и без авто сложно ориентироваться на дороге. Неудобно, например, вон там, где СМАК, магазин, и на Тихонова. Там вообще, там и нельзя переходить, но иногда я там и перехожу. Вот который вот так вот на перекресток можно ходить, вот так вот. Времени не хватает. Например, с ребенком или я вот там с палочкой хожу. Не хватает туда дойти. Самый длинный пешеходный переход в алмазной столице – это пересечение улиц Аюнского и Советской. Здесь можно на пешеходке переходить по диагонали, есть на дороге разметки. Только вот проблема, что пешеход зеленый свет горит только всего 10 секунд. Вот пока я говорю этот текст, мы вроде успеваем переходить, и он сейчас уже начнет мигать. Если, конечно, здесь переходить пожилым людям или в гололедицу, то это будет, проблематично. Причем сотрудники ДПС говорят, что если здесь для водителей загорается зеленый, они все равно должны подождать, пока перейдут все пешеходы. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Ленском районе возобновлено движение по Анюйскому мосту. Со 2 апреля ледовая переправа через реку в районе села Севернее Анюи закрыта. Движение транспорта вновь осуществляется по мосту, который закрывали в связи с ветхостью. Переход ввели в эксплуатацию до прохождения ледохода и установки понтонной переправы, сообщает пресс-служба администрации Ленского района. Дорога, проходящая через мостовой переход на реке Нюя, является для Ленска главной транспортной артерией. По ней везут груз на север Якутии, в Иркутскую область. А жители Ленска добираются по этой дороге до Мирного, где расположен большой аэропорт. В алмазной столице в этом году начнется строительство Дворца детства. 4-этажное здание на 8 тысяч квадратных метров возведут на базе Политехнического института СВФУ. Алроса выделила на проект 230 миллионов рублей. Это будет самый большой районный образовательный центр. В здании разместят 40 секций, от музыкальных и танцевальных студий до ремесленных мастерских. Посещать Дворец детства смогут дети разных возрастов, в том числе и малыши. Одновременно центр вместит 400 ребят. Я рад, что столицей тотального диктанта стал город Якутск. Во время голосования за столицу этой акции я отдал свой голос именно Якутску. Такими словами начал свое общение Дмитрий Глуховский во время встречи с общественностью и с поклонниками его творчества в городе Якутске. По словам Дмитрия, он в столице региона не в первый раз, это его второй визит в республику. Тогда ему очень понравилось, и ему захотелось сюда вернуться еще раз, и это произошло. Этому событию он очень рад. В рамках встречи с якутянами он рассказал о своих книгах, о планах, конечно же, о предстоящем тотальном диктанте, где он удостоился чести читать свой текст перед участниками этой крупной всемирной просветительской акции. Литература, она продолжает жить. И тотальный диктант помогает людям, которые думают, что все ограничивается только Толстым и Достоевским, приобщиться к чему-то, может быть, не такому великому, зато к чему-то очень живому, актуальному, что сейчас в русской литературе происходит. Для меня поэтому большая честь была, когда меня тоже пригласили к этому. До сих пор список авторов был очень впечатляющим. Ни одного плохого автора, вне зависимости от их взглядов, с точки зрения уровня литературного, до сих пор не было. И для меня очень большая честь встать в этот ряд. В столичной 6-й школе открывают психолого-педагогический класс. Это стало возможным благодаря тесной работе этой школы с управлением образования города и с ведущими педуниверситетами страны, рассказывает Дмитрий Тымыров. Отныне будущих кадров для образовательных учреждений столицы будут готовить уже со школьной парты. В 6-й школе мы открываем психолого-педагогические классы для опережающей подготовки кадров. До 2026 года в городе должны открыться больше 20 тысяч мест учебных в школах и более 5 тысяч мест в детских садах. И целевая подготовка кадров опережающая должна начаться уже
со школьных парт. В специализированном классе будут обучаться дети после 9 класса. Для них здесь будет определена специальная профориентационная программа, после окончания которого школьники могут сразу поступить в педагогические учебные заведения. Нашими партнерами в реализации этого проекта будет Федеральный университет, наш Северо-Восточный университет, это Казанский университет, Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Институт психологии, педагогический институт. И я думаю, что даже мы будем готовить новые кадры для республики, для города, еще учитывая то, что в ближайшие годы в городе Якутске планируется строительство новых школ, а это определяет новые рабочие места. Получается, нынешние ученики уже со школьной скамьи будут знать, кем они станут в будущем. Как нам сообщил проректор по образовательной деятельности Северо-Восточного федерального университета, такое направление работы со школьниками дает учебным заведениям региона и страны мотивированных абитуриентов, которые в дальнейшем могут стать успешными специалистами в своей области. Аналогичный класс был открыт в 2017 году на базе 31-й школы города Якутска усилиями ее директора Валентины Юрьевны Рыбкиной и коллектива кафедры педагогики педагогического института. Данный класс уже функционирует уже 4-й год. И первые выпускники поступили и в наш Северо-Восточный федеральный университет. Действительно, в будущем такие проекты могут помочь юному дарованию определиться с профессией уже в школе. Это не только решит проблему с профориентацией юных якутян, но и снизит стрессовые ситуации, которые возникают перед выпускниками после окончания школы. Дмитрий Тымыров, Семен Афанасьев, Якутск. Нерюнгринский школьник, победитель и призер различных научно-технических конкурсов своими проектами продолжает покорять разные вершины. Он создал гаджет, который не имеет аналогов среди подобных моделей у ведущих производителей. О чем идет речь? Сюжет Екатерины Павловой из Нерюнгри. В апреле текущего года состоялся первый республиканский онлайн-конкурс биотехнологических и медицинских проектов «Биохакатон», где Нерюнгринский район представляли две команды – гимназия номер 1 и ИТЛ-24. Гимназия 1 у них был проект, направлен на рекультивацию отвалов после угледобывающих предприятий, которые добывают уголь открытым способом. А у команды ИТЛ номер 24 у них был проект по переработку пластика в сырье для 3D-принтеров. Команда ИТЛ-24 стала победительницей в направлении экология. Биохакатон призван стимулировать появление новых идей проектов. У участника команды победительницы Владислава Ижика таких идей много. Созданием проектов 17-летний юноша занимается с 14 лет. Первый проект назывался «Использование технологии блокчейн для верификации дипломов». Этот проект выставлялся на международном уровне. Например, я ездил с ним в Абу-Даби, где успешно представил. И уже во время этой международной конференции Владиславу пришла в голову идея нового проекта. Прогуливаясь по торговому центру Абу-Даби, юноша заметил, как часто люди смотрятся в зеркала. Владислав решил, что раз предмет всем очень нужен, надо его усовершенствовать, превратив в умный гаджет. Что такое умное зеркало? Это девайс, который поможет человеку экономить его время за счет персонализации контента. Например, если к зеркалу подойдет человек в возрасте, и зеркало его опознает, то ему выведется, что нужно, например, выпить таблетки. Ну и так далее. Например, если кто-то хочет готовиться к работе, чистить зубы, ему выводятся биржевые сводки, погода, ну и так далее. Это он все может сам настраивать. Это является ключевым отличием от заводских аналогов. То есть у них нет никакой персонализации контента. Свои проекты Владислав Ижик с научным руководителем Сергеем Деминовым разрабатывают в лаборатории на базе родной школы ИТЛ-24. Впереди у Владислава много планов. Ближайшие – участие в научной конференции «Шаг в будущее» и защита интеллектуальной собственности, патент проекта, а также подготовка к сдаче ЕГЭ. Владислав планирует поступить в вузы Москвы или Петербурга, связанные с информационными технологиями. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сегодня в стране отмечается День российской анимации. Именно 8 апреля в 1912 году состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида». Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.
В Якутии мультипликация тоже активно развивается. Например, резиденты IT-парка создают мультфильмы для детей от 2 до 5 лет на английском языке. При создании серии мультфильмов они консультируются с психологом, чтобы контент максимально был комфортным для детей и не вызывал негативных эмоций. В дальнейшем молодые люди хотят выпускать свои мультфильмы на русском и якутском языках. Берем таких маленьких детей, мы как бы учим их, показываем, как бы, что такое, какие есть цвета, допустим, да, учим их цифрам, допустим. У нас есть также серия вот number, например, есть, да, есть, получается, учим их фигурами геометрическими, допустим, какие у нас есть фигуры, квадрат, треугольник, например, да. И за основу мы пока у нас взяли животных, маленьких мимишных таких. В дальнейшем мы еще хотим выпускать серию про роботов. То есть у нас будет, мы еще немного ограничим аудиторию, то есть не только от 2 до 5 лет, и также вот школьники, то есть младшие классы. В весенние каникулы на сцене Дома культуры «Юность» в Ленске прошел спектакль театральной студии 2015 Центра доп. Образования СРГ. В числе зрителей побывала и наш корреспондент Анна Кожевникова. Вся жизнь – театр, и люди в ней актеры, сказал известный классик, и с ним согласятся последователи Станиславского. Ведь его система как раз-таки предполагает проживать жизнь своего персонажа, пропускать роль через себя, чтобы эмоции были настоящими. Именно так играют актеры единственной в Ленском районе театральной студии 2015 Центра дополнительного образования СРГ. Свой 5-летний юбилей они отметили спектаклем «Буратино». Спектакль шел 4 дня, каждый день по 2 представления. Неимоверные силы были затрачены на этот самый масштабный в истории студии проект. Это, наверное, наш самый крупный проект, но роль на самом деле несложная. Это уже главное, чтобы мне вошла в привычку и каждый раз переживать по-новому свой образ, чтобы верили зрители, чтобы ты сам себе верил. Каждая роль по-своему сложная, но бытует мнение среди актерской среды, что самое трудное – хорошо сыграть отрицательного персонажа. Главный злодей этого спектакля в жизни – полная противоположность своему сценическому образу. Карабас такой интересный персонаж, что он как бы злой, но мне кажется, он какой-то не особо по сравнению с другими. Да и в принципе там, несложно в общем это как бы мне. Как бы просто мне вот, в общем-то, исполнять эту роль. В труппе есть и взрослые артисты, но этот проект был задуман для детей. На подготовку спектакля ушло немало времени. Первоначально, когда вообще мы задумываем новый проект, я имею в виду спектакль, обсуждается и выстраивается общее решение спектакля. Обдумывается определенный подход к нему, рисуются макеты сценографические, потом это все ложится на стол иллюстратору. Иллюстратор это все дорабатывает, потом мы все это согласовываем, собираем общую концепцию, разрабатываем костюмы. Более 2000 зрителей посетили Дворец культуры «Юность» в эти дни, чтобы увидеть Буратино. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» – это одно из любимых сказочных произведений детей. И спектакль по этой повести маленькие ленчане смотрят с удовольствием. Зрители оставляли свои отзывы в соцсетях, среди которых только восторг и преклонение перед талантом юных актеров и опытного режиссера. Но для артистов лучшая награда – аплодисменты. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 4 якутян вышли в полуфинал чемпионата России по кикбоксингу. Сборная республики уже есть один стопроцентный финалист за счет того, что в полуфинале сразятся 2 товарища по команде – Петр Васильев и Иван Захаров. Еще одну победу сборной Якутии в четвертьфинале преподнес Михаил Иванов и Денис Андреев. Добавим, что уже завтра пройдет финал чемпионата для юниоров. 10 апреля в субботу состоится финал для старшей группы. Прямые трансляции вы сможете увидеть на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт», а также на YouTube-канале и на мобильном приложении нашего телеканала. Таковы итоги дня сегодня. Наши корреспонденты и редакторы следят за развитием событий. Смотрите «Якутию-24», будьте всегда в курсе.